утро! На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». Здравствуйте! На календаре четверг, 24 ноября. В студии Екатерина Данилова. Семьи мобилизованных контрактников из Чувашии, которые участвуют в специальной военной операции, смогут получить субсидию на оплату первоначального взноса по ипотеке. Но есть один нюанс. Они должны стоять на учете по улучшению жилищных условий. Об этом заявили в региональном Минстрое. Данной категории, которую мы сегодня называем, она дополнительно включена в программу, и у этих семей имеется приоритетное право на получение данной поддержки. По данным ведомства, размер выплаты составит не более 20% расчетной стоимости жилья. Это в среднем 737 тысяч рублей. Главное условие получения такой соцподдержки – квартира должна быть куплена на первичном рынке. За 10 месяцев года в сельхозорганизациях Чувашии собрали почти 197 миллионов яиц. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если курицы также активно продолжат нести яйца, в среднем 320 штук в год, то республика сможет побить рекорд 1990 года, отметили в региональном Минсельхозе. Напомню, сейчас в Чувашии работают 8 крупных птицеводческих предприятий. Помимо этого, яйца производят в личных подсобных и фермерских хозяйствах. В Чебоксарах продолжается реконструкция сквера на площади Республики. Сдать объект планируют 1 декабря. Хотя изначально открыть огород, как его прозвали студенты близ лежащих вузов, хотели еще в августе. Такое опоздание в столичной мэрии объясняют тем, что объекту потребовалась повторная экспертиза. После нее, к тому же, пришлось корректировать и проектно-сметную документацию. А это дополнительное время. Поэтому срок сдачи объекта сдвинулся почти на 4 месяца. В Чувашии в рамках национального проекта «Экология» в 4-й раз прошла всероссийская акция «Сохраним лес». В этом году общее количество участников превысило 4000 человек, чьими силами в регионе были высажены более 150 тысяч саженцев липы, сосны, рябины, кедра, дуба и лиственницы, что даже больше, чем планировалось. В Минприроды Чувашии подчеркивают, акция «Сохраним лес» на территории региона будет продолжена и в следующем году. Для этого у республики есть все возможности, в частности 11 лесных питомников, общей площадью более 160 гектаров. Кроме того, в этом году в регионе построены 3 теплицы для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой в Ибресинском, Канашском и Шумерлинском лесничествах. 26 ноября в нашей республике отмечается День чувашской вышивки. В честь праздника Национальный музей запустил флешмоб. Принять участие может каждый. Для этого необходимо в социальных сетях ВКонтакте или Телеграм разместить свое фото в национальной одежде или с любым изделием с вышивкой. Также не забудьте поставить хэштег «Я и чувашская вышивка». Автора работы, которая наберет наибольшее количество лайков, ждет подарок от организатора. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».